Что делать, если сестер много и всех надо как-то различать? У татар для этого давно нашелся красивый прием. К родственным названиям добавляли ласковые прилагательные. Так появлялись не просто тети и сестры, а целая палитра образов. Например, туганапа, родная сестра или тетя, матурапа, красивая тетя, чащагапа, тетя цветочек, алма-апа, тетя яблочко или яблоневая сестра, тети-апа нарядная, шикар-апа сахарная, жиляк-апа ягодная. Эти прозвища не просто звучали мило, они отражали характер, внешность или даже роль человека в семье. Например, мою маму ее племянницы до сих пор зовут Алмапа. Забавно, маме уже 90, сестрам около 70, а она для них по-прежнему яблоневая. И это неспроста. Алма-апа всегда была рядом с детьми, заботилась, баловала, могла простить то, за что родная мама пожурила бы. У отцовской линии ласковых сладких прозвищ почти не встретишь. Здесь все строже. Туган абый родной дядя или брат, Зур абый старший брат, Белякей абый младший. Я сам ношу два прозвища сразу. Для детей сестры я Кишкина абый, маленький дядя, ведь я самый младший среди 4 братьев. А вот для сына свояченицы я Деу абый, большой дядя, потому что у него уже есть свой обычный брат абый. Интересно обращение к бабушкам и дедушкам по материнской линии. Их называли Ярак, далекие. Ярак Аби и Ярак Бабай. Их видели реже, поэтому встреча всегда сопровождалась угощением и лаской. Отсюда и прозвища Шикер Аби, сахарная бабушка, Матур Аби, красивая бабушка, Бал Бабай, медовый дед. Сегодня, когда люди стареют медленнее, бабушки и дедушки часто остаются молодыми. Поэтому Деу-Ани и Деу-Эти встречаются чаще. Старшая мама, старший отец. Это звучит уважительно и в то же время нежно. Есть и редкие названия, которые сейчас почти не услышишь. Жиен – племянница, Тагай – мамин дядя, Тудак и Тудака – двоюродные брат и сестра. Зато слово «балдыз» – свояченица пользуется у татар особой любовью. Про нее даже песни сложены. А поговорка гласит, словно со свадьбы балдыз вернулся. Так подшучивает над человеком, который сияет без ведомой причины. И в татарских родственных отношениях нет антагонизма между тещей и зятем. У татар вообще нет слова «теща». Зато есть ироничные выражения. Кежа мал тугаль, бажа туган тугаль. Коза не скотина, а бажа не родственник. Бажа – это муж сестры жены. Почему так? Тема для отдельного разговора.